بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. О люди, бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару и расселил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين. Аллах сделал для вас супруг из вас самих, даровал вам от них детей, внуков. В наших обществах уже давно закрепился стереотип о том, что в исламе женщина не играет эффективной роли, а ее мнение не имеет никакого веса даже в делах семейной жизни. И это подтолкнуло мусульман к ощущению, что они угнетены и похоронены заживо. Тогда женщины восстали против своей сущности, начали требовать равенства и справедливости, будучи убежденными в том, что все это есть у европейских женщин. Из-за незнания своей религии женщина решила, что ислам не дает ей никаких прав и перестала соблюдать требования Аллаха, которые гарантировали ей сохранение ее чести и достоинства, защиту и опеку, то есть то, в чем нуждаются все женщины в мире без различия в национальностях и расах. Отказавшись от соблюдения религии и выбрав для себя иные законы для жизни, женщина возложила на себя ношу, которую не способна нести. Она почувствовала усталость и стала задыхаться. Задыхаться от бешеного темпа жизни, в котором ей постоянно не хватает времени, и в котором оказалось слишком мало места для самого дорогого в ее жизни – семейного очага. И эта жизнь не сделала ее счастливее и свободнее. Напротив, все усугубилось. Сегодня она пожелала вырваться из оков этой обманчивой идеи, пропагандирующей эмансипацию женщин и равенство обоих полов.
Женщина обнаружила, что только в исламе она имеет свою особенную сущность, достоинство, свои отличительные права и обязанности. Аллах наделил женщину особенными качествами – нежность, красота и привлекательность. Сегодня эти качества используют для рекламы товаров и услуг. И, конечно же, пока она молода, стройна и красива, она в центре внимания. Ее внешние данные стали основным критерием, и мало кого волнует ее ум, религиозность и воспитание. Это заставляет женщину испытывать постоянное беспокойство и ненормальные опасения за свою внешность. Начинаются гонки за идеалом, бесконечные визиты к косметологам, визажистам и пластическим хирургам. Должна ли женщина идти на поводу у этой опасной тенденции? Или же ей все-таки стоит задуматься над тем, что является главным в ее жизни и в чем ее приоритеты? Очень часто слышишь слова: «Ислам ограничил женщину своими законами и притеснил ее. Он отнял у нее свободу, чтобы она не могла жить так, как ей хочется, и делать, что хочет. Зачем женщине платок и хиджаб? Ведь у нее красивая фигура и волосы. Кто это придумал?» Вот такими вот цветистыми словами они сняли с нее одежду чистоты и целомудрия и отдалили от приказа Аллаха и слов пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Если девушка достигла половой зрелости, то у нее могут быть видны только лицо и кисти рук. Аллах в Коране говорит: нет ни для верующего, ни для верующей, когда так решил Аллах и его посланник, выбора в их деле. А кто не повинуется Аллаху и его посланнику, тот впал в явное заблуждение. Поэтому, если мы верим, что Аллах наш Создатель, мы должны принимать абсолютно все его законы для жизни. И законы для женщин не исключение. Как бы я хотела, чтобы платок был желанным для всех женщин, и они поскорее ощутили на собственном примере благо ислама и милость Всевышнего. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. И скажи женщинам верующим: пусть они потупляют свои взоры и сдерживают плотские страсти, и пусть не показывают своих украшений, разве только то, что видно из них. Пусть набрасывают свои покрывала на груди, пусть не показывают своих украшений, разве только своим мужьям, или своим отцам, или отцам своих мужей, или своим сыновьям, или сыновьям своих мужей, или своим братьям, или сыновьям своих братьев, или сыновьям своих сестер, или своим женщинам, или тем, чем овладели их десницы, или слугам из мужчин,
которые не обладают желанием, или детям, которые не постигли наготы женщин, и пусть не бьют своими ногами, так, чтобы узнавали, какие они скрывают украшения. Обратитесь все к Аллаху, о верующие, может быть, вы окажетесь счастливыми. النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. О пророк, скажи твоим женам, дочерям и женщинам верующих, чтобы они опускали на себя покрывало. Это лучше, чем их узнают, и не испытают они оскорбления. Аллах прощающий, милосердный. Сегодня многие девушки не хотят выходить замуж, потому что семья стала ассоциироваться у них с неким грузом. И это действительно так. Посмотрите вокруг. Девушка борется за выживание, ищет себе работу, чтобы прокормить семью, чаще всего сама растить ребенка. В общем, можно сказать, тянет тяжелый, непосильный для хрупкой женщины груз. Поэтому некоторые хотят забеременеть без брака, чтобы потом самой растить ребенка. Но заметьте, в то же время абсолютно каждая мечтает о муже, который бы заботился о ней, уважал, оберегал ее и взвалил бы на себя все финансовые трудности. В исламе муж и жена – это близкие люди и друзья один другому. Они словно два родных человека, приносящих друг другу успокоение и счастье. Всевышний Аллах сказал в Коране: «И к числу знамений Его относится то, что Он сотворил парой для вас из вашего числа, чтобы вы могли обрести покой, и поместил Он между вами любовь и сострадание». Пророк завещал доброе отношение к женам, когда сказал: «Бойтесь Аллаха в отношении своих жен. Поистине, вы взяли их на хранение от Аллаха, и они стали законны для вас со словом Аллаха». В каждой мусульманской семье есть свои права и обязанности, которые Аллах мудро распределил, зная природу мужчины и женщины. Вы знаете, наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: рай лежит у ног матерей. Настолько велико и почетное место матери в исламе. Но заслужить любовь и уважение детей непросто. Мы сами должны стать для них источником любви, добра и хорошего воспитания. А поскольку на мужчине лежит большая ответственность перед Аллахом за содержание и опеку над семьей, то на женщине-мусульманке лежит большая ответственность в воспитании детей. Знаете, это похоже на руку помощи в долгом пути, на которую всегда дети могут опереться. Сколько брошенных детей находится в интернатах, приютах. В чем виноваты эти дети, лишенные материнской ласки и заботы? Аллах так устроил женщину, что основным ее предназначением является рождение детей. Работа, общественная деятельность и так далее – это все потом. Но сегодня эти вещи поменялись местами. Более того, женщина посчитала, что если она одела, обула и накупила игрушек своему ребенку, то она исполнила свой долг материнства. Но мы ведь не просто сосуды, в которых вынашивается будущее поколение. Воспитать порядочного, богобоязненного человека, помочь ему выбрать правильный путь в жизни – вот основная задача матери. Женщин сейчас осуждают, если у нее больше, чем 2 детей. В почете бизнес-вумен с портфелем в руках и личным шофером, сидящей на диетах и сверкающей от косметики. Но я думаю, все женщины согласятся с тем, что самое главное счастье в этом мире для любой женщины – это материнство.
Она может не сделать карьеры, не быть ученым или политиком, но это не будет так морально угнетать ее, как если она не сможет иметь детей. Наши отношения порой даже ближе, чем родственные, потому что нас объединяют одни мысли, чувства, религия. Когда хорошо моей сестре, я тоже радуюсь за нее. Когда ей плохо, я переживаю. Как сказал пророк Мухаммад, салям, поистине человек не станет истинным верующим до тех пор, пока он не будет желать мусульманину того, что пожелал бы себе. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг другу. Они призывают к одобряемому и запрещают порицаемое, совершают намаз, выплачивают закят и повинуются Аллаху и Его посланнику. Аллах смилостивится над ними. Воистину, Аллах могущественный, мудрый. Пророк говорил: никто из вас не будет до конца уверовавшим, пока не будет желать своему брату или сестре по вере того, что желает самому себе. Сколько добра в этих словах! Это настоящая дружба и взаимопомощь, без тени корысти и выгоды. Только среди соблюдающих людей я увидела подобные отношения. Ислам является первой религией, вменившей постижение науки в обязанность как мужчине, так и женщине. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил: поиск знаний – обязанность каждого мусульманина, и напоминал нам: ищите знания от колыбели до могилы. В эпоху расцвета ислама женщины стремились к знаниям не меньше мужчин, и первым человеком, который последовал за пророчеством Мухаммада, была женщина. Пророк с похвалой отзывался о женах своих сподвижников и говорил: не помешала им их застенчивость в осмыслении религии. Я думаю, что получение знаний, в первую очередь религиозных, очень важно для женщины. Во-первых, это приказ Аллаха, а во-вторых, это необходимо каждому человеку. Б, Та, Ф, Джим, Мим, Нун. Сейчас многие люди считают, что девушкам-мусульманкам не нужно учиться в высших учебных заведениях, получать знания, что им это просто не понадобится. Но мы, те, которые здесь учимся, так не считаем. Мы считаем, что мы должны получать знания, так как мы в будущем все будем мамами. И наши дети будут нам задавать вопросы, на которые мы должны будем им отвечать. Религия ислам призывает мусульманина получать знания, как шариатские, так и остальные. Ведь знание – это отличительная черта от невежества. Альхамдулилля, я, будучи мусульманкой, на сегодняшний день обучаюсь в высшем учебном заведении. И эти знания мне, иншаллах, помогут во всех начинаниях. Основной задачей женщины является материнство и воспитание детей. Однако это не говорит о том, что женщине не разрешается заниматься другими делами и получать знания, так как законы установлены для человека, и они в равной степени даны как для мужчины, так и для женщины.
Мусульманка – это женщина, которая ясно осознает, что главная ее цель в этой жизни – это одобрение Всевышнего. Она является искренней женой и заботливой матерью, но это не значит, что она обязательно должна быть закована в быту житейских проблем. В прошлом исламское общество знало многих женщин, которые были мыслителями, учителями, врачами, поэтами, политиками и носителями исламского призыва. Что мешает нам сегодня вернуть этот образ деятельной мусульманки к жизни? Образ женщины, которая живет согласно законам Аллаха, стремясь к одобрению своего мужа и оберегая свою семью от распада. Изучать религию Аллаха и распространять ее другим является обязанностью каждого мужчины и каждой женщины. В этом отношении они абсолютно равны перед Аллахом. Аллах в Коране говорит: «Тот же, кто делает добрые дела, мужчина это или женщина, если он или она верует, войдут в рай, и не будет несправедливости к ним, и в малой степени». Этот текст указывает на то, что в делах, касающихся претворения и распространения религии, мужчина и женщина равны между собой. И поэтому сейчас, когда религия Аллаха забыта, усилия каждого из нас имеют большое значение. Нынешние проблемы женщин возникли вследствие отстранения ислама от общества и государства. И для решения этих проблем женщин и мужчин также необходимо вернуться к исламу и претворить законы Всевышнего во всех сферах жизни. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Воистину, мужчины, которые покоряются, и женщины, которые покоряются, и верующие мужчины, и верующие женщины, и повинующиеся мужчины, и повинующиеся женщины, и правдивые мужчины, и правдивые женщины, и терпеливые мужчины, и терпеливые женщины, и смиренные мужчины, и смиренные женщины, и щедро дающие мужчины, и щедро дающие женщины, и постящиеся мужчины, и постящиеся женщины, и охраняющие целомудрие мужчины, и охраняющие целомудрие женщины, и часто поминающие Аллаха мужчины, и поминающие женщины. Всем им уготовил Аллах прощение и великую награду. В тебе мы видим идеал прекрасной женщины Востока, всего, что Запад потерял в своем падении глубоком. Ты настоящая жена, самоотвержена, покорна, и мужу своему верна, и участью своей довольна. Семья и дети, дом и труд, родной закон, родные стены тебя от скверны берегут, удерживают от измены. А за окном ужасный вид, грызня, распущенность и свинство. О, пусть никто не осквернит
Твое святое материнство. В зените душный, смрадный день, и всюду вьются злые сплетни. О, пусть никто не бросит тень на честь Твою, не пустит сплетни. Пусть защитит Аллах тебя, пусть пресечет Он слово злое, ведь над тебе земля стоит, людские держатся устои.